Про Британию, Ливию, Иран, Россию, про змены климату и утекачоў. Беларусь уже давно не стояла на парадку дня у Европейском парламенте. Пытанне ў нас збіралася, і галоўныя ўсё ж прабіліся на еўрапейскую трыбуну. Гэта бяспека БелАЭС, стан прававога грамадства ў нашай краіне і будучыня беларуска-расейскай інтэграцыі. Што прывезлі ў Брюссель беларусы у нашым наступным сюжэце? Курс на пашырэнне супрацы з Беларуссю аб'яднаная Еўропа абазначыла ў 2015 годзе. Уладзімір Пуцін напярэдадні анексаваў Крым. Еўропа з'ядналася ў абароне найвялікшай каштоўнасці – незалежнасці краін-суседак Расіі. Санкцыі, уведзеныя супраць беларускай дзяржавы за нешанаванне правоў чалавека, адышлі на другі план. Іх замянілі партнёрскія праграмы ў бізнесе, экалогіі, адукацыі. Але незалежнасць усё ж трапіла пад пагрозу. Здесь не нужно бояться этого. Здесь нужно просто принять мужественные решения, которые позволят заложить прочный фундамент под экономическое развитие. Пытанне суверэнітэту ў апошні год стаіць гэтак востра, як не стаяла з сярэдзіны 90-х. Пра гэта еўрапейскія палітыкі ведаюць, але беларускія ведаюць найлепш, бо гэта яны выходзяць на вуліцу з плакатамі ў абарону незалежнасці ад Расіі. Некалі дэпутат Вярхоўнага Савету Беларусі, апазіцыйны палітык, дырэктар Цэнтру «Еўрапейскі дыялог» Анатоль Лябедзька зазначыў у Брюсселі, што цяпер неблагі момант дзеля дыялогу з Лукашэнкам. Беларуска-расійскія адносіны перажываюць крызіс, які зараз праяўляецца ў войнах. І ёсць стратэгія крамлёўская, расійская, яна скіравана на тое, каб пакетам падпісаць 31 дарожную мапу, каб наступным крокам стала удасканаленне каля 700 правовых дакументаў, ну і гэта будзе азначаць пераход Беларусі на правовую базу Расійскай Федэрацыі. Добрая навіна, на думку палітыка, што Лукашенко заняў лінію абароны, якую пагражае перайсці, калі ціск Пуціна ўзмацніцца. Першае можа перакрыць транзіт нафты праз Беларусь, па-другое можа не падоўжыць тэрміну арендавання двух вайсковых базаў. 44 703 посадку разрешил. Трэцяе выйсці са створанага прэзідэнтам Расіі ЕАЭС. Ну і чацвёртае гэта тармажэнне запуску беларускай АЭС. Еўропа гатовая пастаўляць нафту ў Беларусь і не зацікаўленая ў запуску атамнай электрастанцыі, збудаванай паводле расейскай тэхналогіі і якая мае працаваць на расейскім ядравым паліве. Найбольшы праціўнік Літва, што і не дзіўна. Рэактары пад літоўскай мяжой. Як Вільня не змагалася супраць увядзення БелАЭС, станция амаль готовая до запуску. Во-первых, этой станции не должно быть, если так уж. Но коль уже эта работа почти завершается, то максимально выполнять вот эти рекомендации не национальные, я подчеркиваю, международных организаций, ЭСПО-комитета или вот эти стресс-тесты, которые проводились. Надо просто создать план действий, и его пока нет в Беларуси. Этот план выполнять. Былы амбасадар Літвы ў Беларусі напярэдадні адзначаў, што літоўскія палітыкі нават троху перабольшваюць стонам, уздымаючы праблему расійскага атаму з Беларусі, што можа нашкодзіць інвестыцыйнаму клімату краіны. Лукашенко на фоне спрэчак з Пуціным таксама згадвае пра неабходнасць шукаць інвестараў і новыя рынкі збыту. Але дзеля гэтага трэба паляпшаць імідж краіны і пачынаць з палітычнага складніку, адзначыў у Брюсселі яшчэ адзін беларускі дэлегат. Сёлета чарговыя прэзідэнцкія выбары, а леташнія парламенцкія і ўсе, апрача першых выбараў прэзідэнта незалежнай Беларусі, заходні свет не прызнаваў празрыстымі і справядлівымі. Еўразвяз можа дапамагчы, калі яна будзе более прынцыпова ставіць пытанне незалежнасці і выбараў. Ось на всех сустрэчах говорить не про практычныя эканамічныя тэмы, а больш прынцыповыя тэмы – незалежнасць і адкрытыя чесныя выбары. Кола замыкаецца на пытаннях выбараў, якія еўрапейская супольнасць гучна ўздымала да падзеяў у Крыме і на Донбасе. І на якія прызаплюшчыла вочы ў недалёкім 2014 годзе. Прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці Беларусі нагадалі, што гэтыя праблемы нікуды не падзеліся. Спадзяюцца на практычны адказ. Парушэнні правоў беларусаў, адсутнасць апазіцыі ў палаце прадстаўнікоў, беларуская АЭС побач з Вільняй ды паглыбленая інтэграцыя з Расіяй. Беларусь зноў на парадку дня ў сталіцы Еўразвязу. Інтэрв'ю Алеся Сіліча з Пятрасам Ауштрайвічусам, дэпутатам Еўрапейскага парламенту ад Літвы.
Менавіта гэты літоўскі палітык ды эканаміст ініцыяваў найноўшую дыскусію па Беларусі у Европарламенте. Господин Аштравичус, буквально 2 часа назад закончилась дискуссия, слушание по Беларуси здесь, в Европейском парламенте. Слово «Беларусь» не так часто мы здесь услышим, но благодаря вам чаще. Какая цель была этих слушаний и довольны ли вы результатом? Вы очень правильно сказали. Не очень часто и вообще в Европарламенте говорят, и в общем в институциях Евросоюза о Республике Беларусь. И моя цель как рапортера, как человека, который соседа, кстати, который живет не так далеко от границы с Беларусью, разговаривать и дискутировать по тем вопросам, которых есть много и очень важных, кстати, и говоря с литовской перспективы и с европейской перспективы. Так что сегодня мы обсуждали вопросы о политическом, я бы сказал, о политической ситуации после политической кампании в ноябре и говорили о одной большой стратегической проблеме, которую мы вот уже скоро будем иметь на границе с Беларусью. Это Островская атомная станция. И 2 вопроса, по-моему, были хорошо развернуты. И, сколько я понял, участники этой дискуссии были довольны, потому что получили хорошую, качественную информацию. Кстати, вот о политической кампании в ноябре. Почему вы выделили отдельным вопросом выборы в ПНС, Палату представителей Национального собрания? Вам ли не знать, что никакого парламента в Беларуси уже давно нет? Никаких выборов реальных в Беларуси уже давно нет. Зачем это обсуждать? Да, выборов нет. Это надо понимать точно. Некоторые еще называют эту кампанию выборочной кампанией. Я лично нет, потому что она хорошо координирована, она хорошо подготовлена и проведена, но то имеем. Сам факт по себе, что ни один представитель оппозиции не избран, ну, знаете, это нас возвращает в 70-е годы, когда была одна правильная партия, КПСС, да, и никто не мог даже представить себе, что может критиковать или иметь другое мнение. Так что я думаю, что в результате этой кампании политическая система в Беларуси сделала много шагов назад. Не только что нет представителей, мы поняли, что этой системой можно качественно манипулировать. И имеется как бы визия, как это делать, и никто не может сказать, а что будет на другой раз. Можно иметь представление, что это произойдет еще много раз в будущем. Поэтому это вызывает сомнения, так как некоторые еще эксперты говорят о каком-то отеплении, изменении к лучшему. Вот этот критерий изменений, получается изменение к худшему. Кстати, о потеплении. Вот одна из самых болезненных вопросов сегодня в Беларуси – это права человека. Проводится довольно много сейчас акций протестных, но власть не идет, как бы не пересекает красную черту. Нет таких массовых посадок, в основном штрафы, нет массовых разгонов, каких-то вот брутальных действий по отношению к протестантам. Такое впечатление, что власть пользуется этим, и вот это вот смягчение отношений с Евросоюзом, в том числе понижение цен на визы, благодаря вот этому неперехождению красной черты. Согласны ли вы с этим? Знаете, вы частично прав, потому что я вижу лично, что население страны устало. Она, в принципе, озабочена социально-экономическим пространством и ситуацией в стране. Белорусы никогда не были какими-то, знаете, очень такими вспыльчатыми людьми. Они спокойные люди. И вот эта такая непозитивная социально-экономическая ситуация из них сделала потребителей, а не, значит, как бы сказать, полноценных членов общества. В этом большая проблема. И усталость, кстати, чувствуется на европейской стороне, потому что год за годом, десятилетие за десятилетием, господин Лукашенко уже 25 лет. Все знают его наизусть, то есть можно угадать, что он скажет при выступлении. И никто даже не надеется на какие-то изменения. И я думаю, что мы сделали правильное решение по снижению цен по визам.
Пускай разъезжают те, которые еще имеют эти 35 евро на купить визу. Мы должны показывать наши достижения в Евросоюзе, как мы живем, как устроена наша политическая и экономическая система. Это должно быть всем доступно. Но, с другой стороны, изменит ли это положение? Конечно, нет. Конечно, нет. Но, наверное, такой более откровенный и открытый подход к людям, к населению в Беларуси может вызвать какие-то-нибудь, я не знаю, симпатию, почтение или даже интерес к европейским ценностям и системе, в принципе. Поэтому, знаете, когда мы тоже не имеем какого-то стратегического плана, как продолжать наши отношения, мы тоже смотрим днем за днем, что случилось, что мы можем предпринять в этих условиях. Поэтому я думаю, что это сыграет позитивную роль, и к этому надо идти. Я вообще не люблю визовый режим. Это прошлое. Люди же должны жить свободно и уважая друг друга и те ценности, которые нас сближают. Вы сказали, Минск устал, Евросоюз устал, но вы не устаете поднимать вопрос белорусской АЭС. Почему именно этот вопрос? Какие сегодня угрозы несет строительство этой атомной станции? Я всегда смотрел на белорусов как наших соседей. Да, между нами теперь есть граница между Евросоюзом и не Евросоюзом. Но в историческом плане, в культурном плане, я думаю, что Беларусь имеет огромные возможности достичь того, что мы имеем теперь. Литва это сделала за 30 лет. Мы постепенно шли к этому и так далее. Но ту проблему, которую мы получили на нашей границе, это, знаете, не входит ни в какие рамки хорошего соседства. Потому что построено 50 километров от нашей столицы. По всем конвенциям, все конвенции даже утвердительно требуют не меньше 100 километров. Нет, построили 50. Устрашить политически? Может быть. Мы понимаем, что это не проект, который был разработан в Минске. Этот проект разработан в Кремле. И это, знаете, такой шантаж, я бы сказал бы, атомный шантаж против страны, которая все-таки высказывает откровенно свое мнение по вот этой постсоветскому пространству и по угнетению людей и отсутствию прав человека. Но говорить о Островской атомной станции, по-моему, нас как бы требует не только вот это соседство, такое 50 километров от столицы, но и вообще, что может произойти с огромным регионом в случае атомной аварии. И говорить теперь надо, пока оно не запущено, надо поднимать все вопросы, и финансовые, и политические, и другие. И я могу сказать одно. Если кто-нибудь еще в Минске имеет такое понимание, что вот, все так тихо и пройдет. Мы сделали некоторые ошибки. Мы не говорили об этом ясно, громко и критически тогда, когда надо было говорить. Никто не верил, что оно так будет продвигаться. Но так как это политический проект, никто не смотрит на деньги, да, он продвигается. И никто не берет во внимание, по каким критериям безопасности строится этот объект. Поэтому мы будем об этом говорить, мы будем требовать признания этого стратегического риска на уровне Евросоюза. И я не думаю, что от этого будет лучше господину Лукашенко, его правительству. Может быть, наши двухсторонние отношения потерпят такое снижение. Но знаете, иногда надо говорить о будущем, потому что когда ты видишь стратегический риск в будущем, тогда же сегодняшний день, наши хорошие отношения, экономические отношения, они должны потерпеть, потому что мы должны быть ответственны за поколение. А эта станция, она может зачеркнуть право жить безопасно. Мы будем требовать, что это право, оно бы усматривалось и со стороны Минска, и Кремля, и так далее. Потому что, знаете, такой шантаж, он не может продолжаться повсемерно.
А насколько, на ваш взгляд, вот это БелАЭС влияет, или я бы сказал, портит отношения между Беларусью, Литвой и Евросоюзом? Насколько нам известно, именно позиция Литвы сегодня влияет на то, что не подписывают соглашения соответствующие между Беларусью и ЕС, между Беларусью и НАТО? Каков ваш? Конечно, не влияют. Правильно сказали. Мы же не глупые. Мы понимаем, что если мы не будем требовать в то время, когда рассматриваются многие соглашения, может быть, проекты по сотрудничеству, если мы не будем поднимать этот вопрос, это не станет причиной рассмотрению атомной станции в Островце, это мы пропустим время. И поэтому тут, я думаю, что должно правительство и элита в Минске полностью понимать. Не мы начали этот шантаж, но мы не поддадимся этому шантажу, и мы используем все правовые, политические и экономические инструменты, я бы сказал, условия, что этот вопрос стал бы не нашим двухсторонним вопросом, не нашей двухсторонней проблемой. Он должен стать проблемой между Евросоюзом и Беларусью. И тогда посмотрим. Ну, смотрите, позиция Литвы довольно жесткая в этом вопросе. Но Латвия вроде бы не против рассматривать возможную покупку электроэнергии от белорусской АЭС. Польша не собирается покупать. Возможно ли достигнуть какого-то консенсуса в Евросоюзе, чтобы просто солидарно члены ЕС не покупали эту энергию? Я думаю, что это минимум, что должно произойти. И европейская солидарность – это не только, я бы сказал, моральный критерий, это правовой критерий. На этом основывается вообще-то общее действие Евросоюза. И поэтому, если кто-нибудь еще думает, что можно избежать этой солидарности и не будешь поддерживать, выиграешь из этого какую-то коммерческую выгоду получишь, да, это самообман. Я думаю, мы найдем пути и диалог с нашим соседом, с Латвией. Мы докажем что мы правы в этом вопросе. Они, наверное, еще думают, что Островец это где-то, знаете, за горами, за морями и так далее. Нет, это очень все близко. Атомный риск есть атомный риск. Это, знаете, не маленький завод с какими-то там с маленьким риском. То есть мы с ними будем разговаривать. Поляки уже поняли это. И Минск должен знать, что Балтийские страны, они переходят на совсем другую энергетическую систему. И поставлять энергию, то есть заряженную таким риском, стратегическим риском, как из Островца, это будет просто невозможно. Можно принимать даже экономические меры. То есть акциз, скажем, удвоить или вырастет так, чтобы это было бы неконкурентоспособно. И мы будем этого добиваться, потому что если люди не понимают, если руководство страны не научило урок после Чернобыля и идет на Чернобыль-2, потому что никто не знает, что может случиться, и имеет достаточно энергии теперь, когда весь мир уже переходит на зеленую, новую энергетику, строить такой монстр наряду с нашим городом Вильнюсом, это же преступление. Это же преступление. И ответственные лица должны платить за это самую высокую цену. Немного отвлекаясь от темы БелАЭС, но оставаясь в энергетическом вопросе, мы недавно с коллегами посетили Клайпедский порт, были очень гостеприимно приняты там и узнали о том, что возможно сотрудничество дальше между Литвой и Беларусью о поставках в вопросе поставок нефти через Клайпеду не из России в Беларусь. Вот как вы рассматриваете перспективы подобного сотрудничества и как оно может повлиять на сотрудничество в других сферах между нашими странами? Знаете, энергетика всегда была наполовину или больше связана с политикой. Что мы видим теперь, что Кремль старается играть в эту карту и ставить Беларусь достаточно такую критическую позицию. Поэтому мы готовы помочь соседям, мы готовы помочь обойти вот этот энергетический шантаж, потому что мы знаем на своей истории, что это было, когда дружба была закрыта, помните, 15 или сколько лет тому назад, по так называемым техническим причинам, да?
А ее и теперь, наверное, можно использовать эту трубу. Мы знаем на своем примере, поэтому мы не хотим здесь играть такие игры, которые не дают никакого престижа. То есть. И я думаю, что сколько это связано с коммерцией и таким стратегическим отношением, это так и должно делаться. И это еще раз показывает, что мы не связываем все вопросы в один. Если бы хотели начать бойкот, это он совсем давно уже был бы сделан. Мы стараемся говорить с людьми в Минске, доказывать, но оказывается по Островцу полное отсутствие понимания. Время брюссельской студии, Да. к сожалению, ограничено. Еще один вопрос. Сегодня обсуждалась также так называемая углубленная интеграция между Россией и Беларусью. Вы уже говорили нашему каналу в интервью, что вы пессимист в этом вопросе. Удается ли вам убедить как-то оптимистов здесь, в Евросоюзе? Какая ваша позиция на сегодняшний день по этому вопросу? Знаете, откровенно, я не нашел ни одного оптимиста по этому вопросу. Вы посмотрите на примере Евросоюза. Это организация, которая имеет даже общую компетентность. Но суверенитеты остаются такими, как и были. То есть национальные государства существуют. И хотя мы имеем общую политику по сельскому хозяйству и так далее, общие ценности, законы и так далее, это хороший пример для Беларуси. Зачем это делать? Терять суверенитет. И я вижу в этом только политические какие-то умерения, какой-то план. В этом нет никакого экономической составляющей. И, знаете, обманывать народ и делать такое слияние двух государств без референдума, без представления полной картины по социальным, экономическим, культурным даже и экономическим дименсиям этого слияния, это, я не знаю, это продажа своего суверенитета за 30, как это говорится? Целковых. Да, за 30 монет. А это будет исторической ошибкой. Историческая ошибка, за которую будут платить другие поколения.